От уфимского Салавата Юлаева до НХЛовской Тампы. Сегодня у нас в студии первый в истории башкирского клуба обладатель Кубка Стэнли. Встречайте, это Андрей Василевский. Андрей, привет. Здравствуйте, Оля. Андрей, как дела в целом? Да, лучше всех, можно и так сказать. Все-таки исполнилась хоккейная мечта. И мечтал об этом с тех пор, как первый раз вступил на лед в детстве. И, знаете, до сих пор в это не могу поверить. Так что, не знаю, живу в мечте. Прошло уже немало времени, и, наверное, осознаете свою победу. Или это уже прошлое? Вот вы всегда так раньше говорили, победил, все, дальше идем. Как сейчас вот с этой победой? Именно с этой победой можно немного подольше продлить эйфорию, какое-то празднование. Так что все-таки такое событие, знаете, не часто происходит. Но, тем не менее, сейчас пройдет несколько недель, и это уже все уйдет на второй план, и на первый план пройдет следующий сезон, и надо будет уже готовиться по новой. Так что впереди еще все, только новые победы. Предлагаю посмотреть некоторые фрагменты финального матча, последнего, победного в этом сезоне, чтобы уже пересматривали эту игру, вспоминали какие-то моменты? Да, конечно, да, у меня там видео, там все есть, и последние секунды, и последние минуты в раздевалке, что происходило там. Где-то в интернете нашел, где-то мне друзья скидывали, где-то сам записывал на льду уже, поэтому в памяти это останется надолго. Нынешний сезон сложился вообще непросто. Плей-офф, в принципе, для хоккеистов это сложная часть чемпионата, а здесь и вовсе играли и без зрителей, из-за пандемии и так далее, перерывы были. Вот расскажите, о чем думали по ходу этого сезона? Да, слушайте, ничего не предвещало беды, все там спокойно себе играли в хоккей. Да, слышали то, что где-то в Китае там новый вид вируса, как-то значению никто не придал, все спокойно дальше играли в хоккей, выполняли свою работу. И в какой-то момент просто все дошло и до нас, и в один момент нам просто сказали: все, ребята, расходимся, все по домам, сидите, неизвестно, когда еще сезон начнется. Все думали, может там неделю-две посидим, все возобновится. Да нет, сидели вон там сколько, 2,5 месяца. Все неожиданно, и за людей жалко, которые должны были сидеть вообще по домам, и не было ни спорта, ни того, чтобы нечего даже по телевизору было посмотреть. Поэтому очень хорошо, что мы доиграли сезон и принесли какое-то счастье в жизни людей. Вообще, какие были мысли тогда? Будут доигрывать сезон, не будут? Какие рассуждения? Да, слушайте, разные были мнения, разные сценарии. Всем определенно хотелось доиграть, как я уже сказал, хотя бы ради людей, ради болельщиков, которые так долго были без спорта, что уже не знали, что делать. Поэтому все сохраняли позитивный настрой, и слава богу, что удалось доиграть. Побывали на Уфа-арене. Какие ощущения? Оставили аэрографию на стене? Да, видите, такое необычное предложение мне сделали, там немного порисовать краской. Мне кажется, интересно будет для болельщиков хоть увидеть, какая у меня подпись. Не знаю, вон видели, классную майку мне подарили, именную, 88 номер. Очень приятно было. Руководство встретили очень тепло меня. Там встретился с детьми, там всем какие-то советы раздал. Такой прям официальной встречи, как, например, в прошлом году не удалось организовать из-за пандемии, опять же, потому что вообще изначально был план приехать и организовать встречу с детьми, так же, как я делал последние 2 года. Но из-за пандемии, то, что будет большое скопление людей, нам запретили это делать, и, к сожалению, это все у нас так накрылось, так скажем. Но, тем не менее, я смог прийти, и там некоторые ребята тренировались на льду, подошел, раздал какие-то советы, там, может, немного мотивации добавил им. Так что, надеюсь, мои слова хоть немного помогут им в будущем. Вы понимаете, что вы для этих детей сейчас герой? Нет. Да нет, я даже не знаю, как сейчас для меня просто, я помню, когда еще в локаут
к нам еще на Зорге приезжали все эти звездные игроки из НХЛ. Было, конечно, очень... Не то, что поговорить, а прям просто увидеть издалека его и посмотреть, как он тренируется. Но это для меня было просто что-то невероятное. Так что, надеюсь, и сейчас дети смотрят на меня, как я тогда-то смотрел на НХЛовских игроков. Помните мастер-классы, которые вам давали в свое время? Один из тех, кто приезжал в Уфу, это был Илья Брызгалов. Я предлагаю, нам сейчас дадут это видео посмотреть, именно архивное, и можно будет увидеть, как в свое время вы тоже побывали на его мастер-классе. Помните его? Да, конечно, да. Это было на Уфе-арене. Я там, мне кажется, был самым возрастным вратарем из всех. Там очень много детей было, и я как-то... Там даже, вот же я, или нет? Нет, не я, у меня другой шлем был. Да, это было на самом деле очень такой неоценимый опыт для меня. Илья вратарь высокого уровня, и, как я сказал, там, мне на тот момент было лет 15, наверное, 16, и тогда для меня вживую тоже увидеть какого-то вратаря из НХЛ, кто еще и советы мне дает, для меня это было, конечно, что-то невероятное. Так что... Помните это упражнение? Вон же я ползу. Да, вот же я. У меня кот был нарисован на этом. Ну, как знал. Я, кстати, ничего двигался. Наверное. Да, не, я помню. У меня до сих пор майка есть его. Вот с этого мастер-класса. Тогда какие уроки усвоили? Да, слушай, не помню. Какие-то. В свое время Андрей Леонидович был против, чтобы вы становились вратарем. Как тогда удалось? Да и правильно делал. Почему? Да нет, да я шучу на самом деле. Ну, все-таки это такой тяжелый путь быть вратарем. Как-то игрок может 59 минут ничего не делать, на последней минуте забьет гол, все будут считать его героем. Вратарь, наоборот, 59 минут отыграешь отлично, один гол пропустишь, тебя будут там козлом отпущения считать. Ну, тяжелый путь, тем не менее, пока складывается неплохо. Ну, вы же сами выбрали этот путь. Да, ну я же не знал, что тяжело будет. Я-то думал, легко. Но Андрей Леонидович помогал? Ну, конечно, он же там тренировал меня одно время. Так что да, там и как-то психологически, и в хоккейном плане. Все это, знаете, все в общую кучу. И его помощь, конечно, неоценима в моей карьере. Даже когда за океаном сейчас играете, Андрей Леонидович, я знаю, все равно смотрит матчи и как-то вам помогает. Может быть, вы не каждый раз общались, но во время этого плей-офф тоже общались, верно? Ну, общались, да, не так прям часто. То есть обычно мы как раунд доиграли, я им сам звоню. Опять же, раунд доиграем, я им позвоню. Как-то, не знаю, у нас, может, это такое немного суеверное. Ну, они правильно делают, что они стараются меня просто не отвлекать во время плей-офф. И если надо, я просто сам им звоню, и мы общаемся подолгу. Так получилось, что у нас на телеканале очень много архивного видео с вами. Мы вам предлагаем его тоже посмотреть. Давайте посмотрим. Какие есть моменты, тем более, это вот ваши... Это я разве? Да? И есть и здесь и вперемешку все, и с вашим братом Вот фотографии, все семейные, да. С Каспарисом, да, помню. Вот, и вызывают вот эти вот фотографии, воспоминания, вот эти тренировки. У меня шлем классный он был, белый. Ну, слушайте, классно, я даже не видел эти все кадры. Вот, на меня посмотрите. Ничего Да. такое было. Вот эти ворота знакомые? Ну да, это на даче. Вон старый дом этот наш, там, который Дуниш там развалится. А вон я. А вон Нью-Йорк Рейнджерс. Я, кстати, хотел Нью-Йорк задрафтовать. Но там перехватил их. Видите, как бывает. Слушайте, ну судьбоносные Да. фотографии. И это все показывает Андрей Леонидович. Да, это еще, да, вот в старом доме еще это все. Все фотографии были с Яромиром Ягром. С Хабибулиным. Ну, классно. Ну, кажется, что вот знаете, вот все... Вон же я. Да. Киса наша. Вы даже кошку помните. Ну, конечно, киса. А вот. Она обязательно показывает это?
Может, выключим? Есть нарезки с Кубка Стэнли? С Кубка Стэнли тоже есть. А что вас смущает в этих кадрах? Я не так просто шучу. На самом деле классные кадры. На самом деле, вы знаете, это вот кадры, которые украшают все материалы с вами, когда мы делаем. Да, Андрей Василевский, если выступил там, он выиграл Кубок Стэнли. Это кадры, на самом деле, которыми мы очень дорожим, потому что их больше ни у кого нет. Их больше ни у кого. Вот это давайте лучше посмотрим. Да, и это тоже. А здесь что расскажете? Ну, здесь, да, тут без слов, просто смотрите, наслаждайтесь, как делали это мы. В который раз смотрите уже? Да не знаю, раз в сотый, наверное. Ну, я не знаю, все-таки память на всю жизнь, просто видеть глаза своих одноклубников, когда, там, не знаю, они поднимали кубок, просто, не знаю, там, некоторые аж плакали у нас отчасти, но видеть глаза болельщиков, когда мы прилетели, они просто настолько нам были благодарны, что мы как-то принесли счастье в наш город, но это просто было невероятно что-то. Но, тем не менее, мы не останавливаемся, дай бог, у нас еще несколько таких будет моментов. Так что работаем. Андрей, вы везунчик по жизни или все-таки трудяга? Вы же еще и обладатель просто приза Визины Трофи. Это второй после Сергея Бобровского. Ну, да слушайте, без везения-то уж точно никуда. Но 95% это работа. Сколько себя помню, я всегда старался выкладываться по полной на тренировку. Не всегда получалось, бывают дни, конечно, и сейчас есть такие дни, когда и игра идет, и не идет, и настроение не то, но тем не менее я всегда стараюсь как-то отдаваться своему делу по полной, поэтому, ну вот, плоды тяжелой работы. Ну, немножко везения, тут никуда, всем оно нужно нам. У вас есть сын, Лука. Чем он занимается, каким видом спорта, сколько ему уже лет? Ну, почти 5 лет. Занимается он на данный момент теннисом. В хоккей так он тоже проявляет интерес. На коньках пока не... Ну, пару раз катался, но тем не менее особо интерес именно к катанию на коньках не проявляет. Любит с кружкой поиграть, побросать шайбы, но... видимо, кататься не хочет, как я в детстве. Ворота, видимо, надо будет ставить. Да нет, я его не поставлю. На самом деле смешно. Все вратари, кого я знаю, и у кого есть дети, все говорят, я никогда не поставлю своего сына в ворота. Так что, ну, и я туда же. Ну, вы теперь понимаете своего отца. Да, я понимаю тебя. Так что, ну, посмотрим, он еще маленький. Там еще... Интерес-то меняется с каждым годом, так что посмотрим, куда он захочет пойти. Воодушевление после Кубка Стэнли сейчас не пропало. Какая следующая цель? О чем сейчас мечтаете? Да, еще один Кубок Стэнли. Как я уже сказал, просто видеть глаза одноклубников, болельщиков, там всех родителей, когда они видят все это, просто бесценно. Так что больше кубков, ни в коем случае не расслабляться и только вперед, только работа. Спасибо большое, Андрей, что пришли сегодня к нам в студию. Мы с вами прошлись и по нашему видеоархиву, все посмотрели. Спасибо вам большое На самом деле вы подарили нам очень счастливые минуты, и вы как живой пример для того, чтобы можно пройти и улететь за океан и добиться побед. Спасибо. Очень приятно было пообщаться, и там всем удачи, Уфа, one love, как говорится. Спасибо большое, Андрей. Я напомню, сегодня в студии мы беседовали с обладателем Кубка Стэнли, с Андреем Василевским. Любите спорт и будьте здоровы.